Если кто-то и искал в течение 3 дней депутата Акылбека Джапарова, то его можно было встретить сегодня во время очередной сессии парламента. Он, как ни в чем не бывало, спокойно сидел в зале госрезиденции НСИ и дожидался начала заседания. А искал его накануне и его президента премьер-министр Садыр Джапаров. Об этом он сказал в интервью КТРК. Так и не дождавшись, решил уволить прогульщика Джапарова с должности своего советника. Оказывается, у него была уважительная причина. Все эти 3 дня он болел. Мындан ары коомдук башталгыч кеңешчилер же жардамчылар такай барсын десе биз барып турабыз да. Я считаю, что каким бы ни было решение, оно должно быть выполнено, потому что он премьер-министр. А так я приболел, но сейчас снова в строю. Ошон үчүн ал өлкөнүн жетекчиси да. Вместе с теперь уже бывшим советником на сегодняшнее заседание явились практически все депутаты Джоркенеша, которое должно было начаться в 10 утра. Однако по каким-то причинам приступили к работе на час позже. На повестке дня было рассмотрение кандидатуры Аиды Исмаиловой на пост министра социального развития, а также утверждение на кресло вице-премьер-министра Эльвиры Сурабалдиевой. Кроме этого, на заседании планировалась присяга премьер-министра и новых членов правительства. Для многих стало неожиданностью, что Эльвира Сурабалдиева согласилась принять предложение Садыра Джапарова на пост вице-премьер-министра. По ее словам, в настоящий момент необходимо оставить все амбиции и начать работать. Моя цель – работать в интересах государства и кыргызстанцев. Я думаю, что направляю все свои силы на то, чтобы помочь своей стране, сообщила Сурабалдиева. И основные задачи – это обеспечить своевременные выплаты и защита обязательных статей, чтобы были закрыты. Это в первую очередь то, что в обязательном порядке. И дальше уже по пандемии, по ковиду работы очень много. До работы проделана, конечно, нужно все это проанализировать. В целом, самое главное, чтобы наши врачи, учителя, госслужащие вовремя получали заработную плату. Во время представления своей кандидатуры на пост министра труда и социального развития Аиде Касмалиевой от депутатского корпуса посыпалась масса критики и вопросов о причинах ее халатного отношения к работе в кресле вице-премьер-министра. Координацияны кылдыңыз да, ачык элечи, давайте ачык эле айтайлы ушуну. Саламаттык сактоо системасы министр оруп алыппы же тышкы өлкөгө чыгып алыппы, биз билбейбиз каякта болду. Министрлик менен Госкомитеттин айырмасы эмнеде экен? Министр менен Госкомитеттин айырмасы эмнеде экен? Мен мына социалдык өндүрүү министрликке бара жатам азыр. Мына Аида Жакынбаева, мен айтайын деген билбейт экенсиз. Үйрөнүп алсаңыз, анткени сиз вице-премьер-министр болуп иштедиңиз. Мына дагы да министр болуп кетип атасыз. Айырмасын сөзсүз түрдө билишиңиз керек да. Өзүңүз көзөмөлдөгөн тармакты бир карап да коюп атырсыз да. Кантип бүгүнкү министрликке баратасыз? Мен түшүнбөйм мисалы. Бүгүнкү ошол сиз көзөмөлдөгөн болгон 3-4 эле министрлик ошол жокто энди бир негизги суроолоруна так жооп бергендей болушуңар керек. Анан мен келгенде 4-чү клинический протокол түзүлгөн, ага дере 3 клинический протокол болуптур. Анан мына 4-чү клинический протокол азыр эң жакшы деп биздин эл аралык мына россиялыктар да катышып кетти клинический протоколдун түзүүсүнө. В итоге депутатский корпус не поддержал кандидатуру Аиды Исмаиловой. Стоит отметить, что это историческое событие, так как за всю историю 6-го созыва парламентарии впервые не поддерживают выдвигаемую премьер-министром кандидатуру. Однако Эльвиру Сурабалдиеву на пост вице-премьер-министра депутаты поддержали. На данный момент все обеспокоены крайним дефицитом бюджета, который к концу года по прогнозам составит 40 миллиардов сомов. Этот вопрос также обсуждался на заседании. Более того, накануне стало известно, что Евросоюз приостанавливает финансирование проекта на сумму $6 миллионов в сфере цифровизации. Депутаты поинтересовались у правительства, как будет решаться этот вопрос. Причиной, с чем связано такое решение Европейского Союза, этот проект был предусмотрен на 3 года, соответственно, 6 миллионов евро было запланировано на текущий год на сектор цифровизации, но он напрямую не связан с вопросами фискализации налоговых процедур. Работа по фискализации налоговых процедур, она продолжается.
Между тем, о приоритетных направлениях в работе рассказал министр образования и науки Алмаз Бишеналиев. По его словам, в первую очередь перед ними стоит задача открытия общеобразовательных школ во время пандемии коронавируса. Мы дали свое поручение штабу по коронавирусу. Если будет разрешение на местном уровне и санэпидемнадзора, то мы готовы открыть школы. В районах, где будет стабильная эпидситуация, мы планируем открытие школ. Кроме этого, у нас много планов, в частности, контроль выдачи докторской степени. После двухчасового перерыва заседание парламента продолжилось, на котором новые члены правительства, включая исполняющего обязанности президента, премьер-министра Садыра Джапарова, они поклялись свято соблюдать Конституцию Кыргызской республики и ее законы. Айдаматбекова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.